22:00 в Украине. В прямом эфире телеканала АТР новости «Заман». В студии для вас работает Олег Борисов. Здравствуйте. Американские санкции против России будут действовать до тех пор, пока Кремль не вернет Украине аннексированный Крым и не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям на Донбассе. Об этом говорится в специальном заявлении Госдепа США к 3-й годовщине Минских договоренностей. Также в американском внешнеполитическом ведомстве призвали Россию прекратить агрессию в Украине. Наши санкции будут оставаться в силе, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. Наши отдельные крымские санкции останутся в силе, пока Россия не вернет полуостров Украине. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма рассмотрел 6 из 14 запланированных на сегодня апелляций на штрафы за одиночные пикеты. Рассмотрение остальных 8 перенесено на завтра. Лишь одну из жалоб оккупационные судьи частично удовлетворили и уменьшили сумму штрафа. Подробнее в сюжете. Рассмотрение апелляций по одиночным пикетам началось с 9 утра. Первые 4 жалобы оккупационный Верховный суд Крыма отклонил. Отказали в отмене штрафа и Муслиму Зевриеву. У него 5 детей, он инвалид 3-й группы. Жалуется, штраф 10 тысяч рублей существенно ударит по бюджету семьи. В дальнейшем мы будем уже обжаловать это в Европейский суд, то есть ЕСПЧ по правам человека. Весь этот процесс несет политический контекст, в отношении крымско-татарских мусульман, в частности. Это один из способов, скажем так, давления. В прошлом году, 14 октября, на одиночные пикеты против репрессий в Крыму вышли более сотни крымских татар. Российских законов они не нарушали. Такая форма протеста не запрещена, говорят защитники. Однако оккупанты назвали одиночные пикеты несанкционированным митингом и оштрафовали более 80 крымчан на общую сумму почти 1 миллион рублей. Несмотря на это, крымские татары не жалеют, что вышли против произвола оккупантов. В таком же русле мы будем и дальше выходить на пикеты. Мы не боимся их штрафов, не боимся их расправы. Мы увидели предвзятость властей в отношении крымских татар. Это не суд, а судилище. Участники одиночных пикетов возмущены. После обеда на рассмотрение каждой апелляции суд выделил по 10 минут. Их не хватало даже для того, чтобы защита ознакомилась с ходатайством. Кроме того, суд не принимал во внимание доказательства защиты. Возмущается, братья ругаются, говорят, по 3 детей, мы оставляем работу, вы еще на нас штрафы накидываете, и при всем при этом вы же нам не даете возможность работать, таскаете день изо дня в суды. Это просто не по-человечески, власть в очередной раз поставила жирную точку на отношения между людьми и властью. Из запланированных 14 апелляций оккупационный суд рассмотрел 6. Лишь одну из жалоб частично удовлетворили и уменьшили сумму штрафа для Дилявера Аблаева с 15 до 10 тысяч рублей. А 8 нерассмотренных апелляций после обеда перенесли на завтра без объяснения причин. Эльвина Сидбулаева, Заман, АТР. Официального подтверждения задержания украинского гражданина требует украинский МИД от российских коллег. Об аресте в Крыму Константина Давыденко накануне заявили ФСБ. Мужчину подозревают в шпионаже в пользу Украины. Сейчас украинские дипломаты требуют официально подтвердить факт задержания гражданина Украины, а также сообщить причины задержания и место содержания. Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИД. Отдельно украинская сторона акцентировала внимание на необходимости соблюдения статей консульской конвенции между Украиной и Россией, касающихся оказания помощи задержанным гражданам. Крымских дезертиров Баранова и Одинцова могут обменять на украинских заключенных в России. Сегодня стало известно, что бывших украинских военнослужащих из Крыма, которые после аннексии перешли на службу к оккупантам, осудили. Баранова на 13, Одинцова на 14 лет заключения. Их признали виновными в дезертирстве и госизмене. СБУ задержала их 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска Чонгар. Оба ехали на материковую Украину, чтобы за деньги купить дипломы в одном из украинских университетов и с ними получить офицерские звания в российской армии. Данные решения судов связаны напрямую с готовящимся обменом данных граждан на
соответственно, других лиц. На каких сказать сейчас не могу, потому что эта информация пока не подлежит разглашению. У нас есть месяц подать апелляцию. Именно в этот месяц должны произойти соответствующие процедуры. Если обмен не состоится, мы, естественно, будем подавать апелляцию, поскольку ни Баранов, ни Одинцов не признаются и не согласны с приговором. Но для того, чтобы обмен состоялся, приговора обжаловаться не должны. В Крыму подконтрольный Кремлю суд отказался снимать судимость пророссийского сепаратиста Валерия Подьяченко, основателя движения «Народный фронт» «Севастополь, Крым, Россия». Приговорили к условному сроку за сепаратизм еще в 2011 году. При украинской власти в Крыму теперь он решил реабилитироваться в российском суде, потому что в учебном заведении, где он преподавал, отказались продлевать контракт из-за судимости. Оккупационный суд не удовлетворил его апелляцию. Все пассажирские перевозки от админграницы с оккупированным Крымом на полуостров нелегальные. Об этом заявляют в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым после проверки на контрольном пункте Каланчак. Рейд с участием полиции, СБУ, налоговиков и Укртрансбезопасности длился с 8 вечера до 2 часов ночи. За это время обнаружили полсотни нелегальных авто. По словам первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изета Гданова, подавляющее большинство автобусов было переоборудовано для перевозки пассажиров с грузового транспорта, а такой пассажирский транспорт запрещен для использования на международных маршрутах. От КПВВ «Каланчак» нет ни одного легального пассажирского перевозчика. Помимо того, что у людей нет паспортов маршрутов, разрешений на перевозку пассажиров. Многие из них вообще не оформлены как субъекты хозяйствования. На них составлены, соответственно, протоколы по части 1 164 статьи Административного кодекса Украины. На поляне протеста Стрелковая под Симферополем вандалы осквернили мечеть. Грязной обувью затоптали ковры в молитвенном зале, сорвали со стен батареи и украли пылесос, вытряхнув на ковер весь мусор. Мечеть в планах оккупантов попадает под снос вместе с домами крымских татар. На этом месте хотят построить жилой комплекс «Крымская роза». Подробнее далее в сюжете. Вот такую картину увидели мусульмане, когда пришли в мечеть на Стрелковой. Вандалы постарались, чтобы беспорядок было хорошо заметно. Вандализм в мечети – часть продуманного плана ФСБ. В этом уверен муфтий мусульман Крыма Айдер Рустемов. По его мнению, этими провокациями оккупанты проверяют крымских татар на сплоченность. Подобные акты вандализма, они делаются, совершаются для того, чтобы выявить так называемых людей, которые недовольны российской властью. За землю, на которой стоит эта мечеть, уже полгода продолжается противостояние. С одной стороны, крымские татары, которые в 2006-м построили здесь свои дома. С другой, фирма-застройщик «Акура», которая хочет снести дома вместе с мечетью. По планам оккупантов здесь должен появиться жилой комплекс «Крымская роза». Компания-застройщик уже выиграла суд и начала сносить некоторые дома. За денежную компенсацию застройщик предлагает людям отказаться от своего жилья. Кто не согласен на снос, отстаивает свои права в суде. Поступают периодически угрозы от застройщика. Если вы сейчас не возьмете компенсацию, то мы по решению суда будем сносить абсолютно все дома. Компенсацию они предлагают погасить расходы по строительным материалам. Какие средства были затрачены? 2 человека только согласились снести свои строения. Остальные, а это именно почти около 40 домов, они на сегодняшний день стоят на своем, на получение права жить на этом массиве. Среди владельцев самостроев и те, кто раньше поддерживал и аннексию, и Путина. Сейчас же они жалуются на коррумпированность крымских властей. А 4 февраля объявили голодовку, чтобы глава Кремля обратил на них внимание. Это случится, если мы, крымчане, не объединимся и все вместе не остановим беспредел обезумевших от жадности и безнаказанности нынешних крымских властей. Мы призываем крымчан и россиян всех национальностей присоединиться к нашей голодовке. Первый заместитель главы Меджлиса Нариман Джилял говорит, голодовка пророссийских активистов – это фейк. А обращение к главе Кремля поддерживают не все владельцы самостроев. Ведь уверены, проблемы начались именно после аннексии Крыма Россией.
Они намерены жаловаться Владимиру Путину на коррупционную крымскую власть, стыдливо умалчивая, что именно решение российского президента в 2014 году привели к нынешней ситуации. Ведь, как сказано в самой резолюции, до 2014 года процесс выделения земли на Стрелковой шел к разрешению, причем в пользу людей. За время аннексии осквернения мечетей и мусульманских кладбищ участились. Оккупационная полиция ни одного из дел до сих пор не расследовала. Муфтий мусульман Крыма Айдер Рустемов призывает мусульман быть бдительными, а такие акты вандализма считает одним из инструментов российских спецслужб для разжигания межрелигиозной и межнациональной вражды. Виктория Блязова, Максим Кондратенко, Заман, АТР. В Северном Крыму лекарства от ВИЧ изъяли из перечня жизненно необходимых. Об этом сообщает подконтрольный Кремлю Государственный комитет по ценам и тарифам Крыма. В новый список не попали системные противовирусные препараты для терапии ВИЧ, лекарства от сахарного диабета и астмы. По данным Российского центра профилактики и борьбы со СПИДом, в прошлом году за полгода количество инфицированных ВИЧ-СПИД в Крыму выросло на 6 тысяч, с 16 до 22 тысяч человек. Такую ситуацию специалисты называют критической. В Украине более 70% людей ВИЧ-инфицированных на лечении, а в Крыму и в России в целом максимум 50%. 50% остаются без лечения. В России государственное финансирование, к сожалению, оно не расширяется в тех размерах, которые для России необходимы. Человек, который не принимает лечение, к сожалению, в течение нескольких лет умрет, а передает инфекцию дальше. Он наиболее опасен в контексте инфицирования. Сфотографировать уже освобожденную от оккупантов родину. Это заветная мечта Сейтумера Сейтумерова, фотографа и общественного активиста крымской солидарности. Благодаря его работе, а также его коллег, мир узнает о том, что сейчас происходит в оккупированном Крыму. Впрочем, недавно Сейтумер Сейтумеров из-за давления оккупантов был вынужден покинуть полуостров. Почему? В нашем следующем сюжете. Впечатляющая и неповторимая крымская природа. И всегда разная, и поэтому потрясающее Черное море. С детства от родителей он слышал о красоте родного края, земли, из которой семью Сейтумеровых депортировали. Сейтумер рассказывает, всегда восхищался силой духа родителей, которые смогли вернуться назад в Крым и там начать все сначала. В Крым мы в 89 году переехали. У меня отец 28-го года пережил депортацию. Мама родилась на 20-й день уже в депортации. Родные бахчисарайские пейзажи и аутентичность старинных минаретов вдохновили на мысли о фотографии. Первые снимки, рассказывает Сейтумер, он делал на телефон. И, к удивлению всех, выиграл конкурс. Это была работа именно о Ханском дворце. Когда снимаешь отдельно, скажем, архитектуру, чуть-чуть не хватает красоты. Отдельно, когда снимаешь пейзажи, если там нет мысли исторической фишечки в виде мечети, в виде какого-то старинного здания, то получается просто красиво, но без мысли. Сейчас у Сейтумера есть целая серия фотографий о красоте Крыма и его жителях. Одной из самых удачных считает вот эту работу. На ней крымско-татарский общественный деятель, владелец кафе «Салачик» Марлен Асанов молится в мечети. Сидит в мечети, после намаза делает дуа, мольбу Всевышнему, и на него падает с окна красивый луч света. В контексте крымских событий Марлен Асанов стал лучом света для многих людей. Аннексия Крыма изменила и приоритеты в жизни Сейтумера. Он начал сотрудничать с общественной организацией правозащитников «Крымская солидарность». В его объектив попали и обыски, и аресты соотечественников. Вот это фото облетело весь мир. Его публиковали известные издания, рассказывая о притеснениях крымских татар в Бахчисарае. Можно видеть, что какая-то еще робкость была в глазах. Сейчас же, когда ты смотришь на тех, кто приходит на обыски, вот этих силовиков, их глаза стеклянные. Сейтумер стал глазами крымской солидарности. Благодаря его фото и видео мир стал узнавать о том, что происходит в аннексированном Россией Крыму. Как силовики издеваются над крымско-татарскими семьями. Несмотря на почтенный возраст людей, бьют, бросают за решетку, проводят обыски, осуждают неугодных режиму. 12 октября прошлого года ФСБ ворвались с обысками в кафе «Салачик». Арестовали хозяина Марлена Асанова и еще 5 активистов. За несогласие с режимом их обвинили в участии в терроризме.
Крыме. Такая же судьба ожидала и Сейтумера. Несколько месяцев назад обыскали его дом. Его самого вызвали на допрос. Мои пожилые родители, которые пережили депортацию, столкнулись с тем, что в наш дом ворвалось с автоматами. С автоматчиками там было, с полицией, человек 80, наверное, не меньше. У него изъяли технику, возбудили уголовное дело. Мол, в 2012-м Сейтумер в соцсети сделал репост символики, запрещенной в России организации. За это присудили штраф 2000 рублей. И это, по мнению Сейтумера, могло стать лишь началом известного сценария ФСБ. Оставаться в Крыму было опасно. Он вынужден был переехать в Киев. Здесь, говорит, продолжит дело крымской солидарности, будет информировать мир о бесчинствах оккупантов на полуострове и готовиться к персональной выставке фоторабот о красоте Крыма. Бахчисарай очень красив, скалы, горы, леса. В обиходе народ настолько к ним привыкает, что не замечает эту красоту всю. Самая заветная мечта, рассказывает Сейтумер, вернуться в Крым и сфотографировать освобожденную от оккупантов родину. Хотелось бы сделать какой-то кадр, который бы отразил на фоне нашей исторической каких-то достопримечательностей счастливые лица нашего народа вот на этом фоне. Никита Проскурин, Эльвина Сейтбулаева, Заман, АТР. Это все новости, которые редакция «Заман» успевает для вас подготовить. Далее в эфире АТР не пропустите программу «Минимджи» с Юрием Мацарским. Хорошего вам вечера.